лидером в этой области. Даже после войны боевой самолет, даже несмотря на запрет. Он сконструировал этот самолет по заказу из США, одной из стран-победительниц, уничтоживших германское авиастроение. Конечно, сделка эта была тайной. Самолет якобы строился в Швеции. В 1921-22 годах была создана дочерняя шведская компания для прикрытия. Сами самолеты строились на Каспарверке в Травемünde, где Хейнгер тогда работал конструктором, а затем на его фирме в Варнемünde. Производство было особо секретным, но широко финансировалось. Крупным клиентом была и Япония, хотя она воевала против Германии в Первой мировой. Японцев очень интересовали передовые германские технологии. Плавковые самолеты, взлетавшие с катапульты. Они базировались также на больших пассажирских лайнерах в качестве почтовых самолетов. Хейнкель разработал и Х-70, первый пассажирский самолет компании Люфтганза. Х-70 был первым в Европе скоростным пассажирским самолетом с убирающимся шасси. Он